Отлично. Почувствуй нашу любовь. Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телеканала ТНТ Якутск. В начале о сегодняшних материалах коротко. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики исполнилось 10 лет. Сухой закон в майские праздники помогут соблюсти добровольные народные дружины. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. 30 апреля в России отмечают День пожарного. За 80 дней вокруг света 4 семьи из Якутии объехали 30 стран мира. Плоды творческого союза Марии Гуляевой и Николая Решебникова. И в конце заглянем в календарь знаменательных событий. Не переключайтесь, с вами интересно. Сегодня в здании Русского драматического театра состоялось празднование 10-летнего юбилея Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Подробности праздника в нашем первом материале. 10 лет назад по указу президента республики Михаила Николаева Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству был преобразован в министерство. С первых же дней своего основания МинЖКХ занялось модернизацией отрасли. За эти 10 лет было сделано немало. Вспомним 90-е годы, когда отрасль находилась в полном запустении, предприятия в банкротном и банкротном состоянии, долги по заработной плате, отсутствие расчета перед подрядчиками и поставщиками, аварии лихорадили всю республику. Благодаря планомерным совместным действиям правительства республики, министерству и всех работников отрасли нам удалось переломить ситуацию кардинальным образом. Последние 10 лет министерство, образовавшись, действительно выполняло свою консолидирующую, координирующую роль от всех сил отрасли. Поэтому я с очень большой благодарностью отношусь к работе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, своевременным обеспечением нормативных документов, от координации проведения технической политики среди жилищно-коммунальных предприятий. И вот последние годы действительно, и государственный бюджет республики, и города, и улусы начали обращать внимание на модернизацию всего технологического оборудования и тепло- и водо-газоснабжающих организаций. Сейчас от реформирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства и энергетики зависит многое. Это и масштабные мегапроекты по освоению новых месторождений, по строительству гидростанций, нефтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан. Сегодня было отмечено, что в последнее время отношение к проблемам ЖКХ изменилось в корне. Финансирование стало своевременным. Но все же затратность ведения хозяйства, непрозрачность формирования тарифов, низкая инвестиционная привлекательность являются сдерживающим фактором развития отрасли. На это обратил внимание президент Вячеслав Штуров в своем приветственном послании. Сегодня на торжественном собрании было сказано много теплых слов в адрес виновников торжества, работников отрасли ЖКХ и энергетики, призванных создавать максимальные удобства и комфорт для якутян. Накануне майских праздников руководство мэрии решило поощрить блюстителей правопорядка. Сегодня в Большом зале мэрии состоялась вторая конференция общественных правоохранительных формирований. Обсудить вопросы охраны общественного правопорядка, а заодно и вручить награды пришел мэр нашего города Юрий Заболев. В своей речи он обозначил главную цель мероприятия – восстановление и развитие сети общественных формирований правоохранительной направленности, а также налаживание деловых связей с населением. Проще говоря, наше руководство надеется на добровольную помощь со стороны горожан в случае беспорядков. Но друзья у милиции всегда были. Грех жаловаться. И отряды добровольных народных дружин, а с недавних пор еще и школьники. Сегодня юные блюстители порядка, ученики 7-й школы со всей четкостью продемонстрировали свою приверженность закону. Храни закон, и закон сохранит тебя. Но нет прав без обязанностей. Наши права кончаются там, где начинаются обязанности. Наши права кончаются там, где начинаются права других людей. Уважай закон и права других людей. Нет более вредного животного, чем человек, не следующим законам. В народе говорят, таскал волк, потащили и волка. Каков грех, такова расправа. За худые слова слетит и голова. Бешеные собаки рубят хвост по самые уши. Только слабый разрешает преступления, а сильному и счастливому они не нужны. Что
Что ж, судя по боевому настроению молодого поколения и несомненной поддержке добровольных народных дружин, майские праздники пройдут спокойно. А результаты совместного сотрудничества они обсудят на 3-й конференции общественных формирований правоохранительной направленности. Сегодня пожарные стороны отмечают свой профессиональный праздник и крупную дату – 359-летие со дня образования противопожарной службы России. Сегодня с самого утра на площади Победы виновники торжества чествовали друг друга и горожан. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал указ о городском благочинии, установивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве, который заложил основу создания первой российской противопожарной службы. С тех пор она продолжает держать высокую планку безупречного профессионализма и верного служения Отечеству. Сегодня в подтверждение этих слов пожарные столицы продемонстрировали всю боевую мощь техники, профессиональную подготовку, отвагу и смелость. Каждого дня пламя вас иногда обжигает, но опять вы идете в пучину огня, постоянно кого-то спасая. Ваши пути сложны, потому и характер, и сильные руки. Благодарны все вам, под неведом порой, труд во многим, кто ваши заслуги. Там, где пылающий огонь сметает все своею пастью, беду сумеют подвести бойцы пожарной части, чтоб людям мирно всем жилось, не ведать горя пожаров, всегда почетною была профессия. Между тем, одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо. А в 1999-м указом президента Ельцина, учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, ее вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации, день 30 апреля официально стал профессиональным праздником огнеборцев. Поздравляю Государственную противопожарную службу с 359 годом. Желаю всего наилучшего, хорошего, успехов в труде и в личной жизни. Всех своих коллег поздравляю с Днем пожарной охраны. Желаю всем сухих рукавов, здоровья, самое главное, что нам нужно в нашей работе. Ну и счастья, чтобы в семьях было хорошо, спокойствие. Если будет в семье спокойствие, и нам на работе будет спокойно. За 80 дней вокруг света ровно столько понадобилось 4 семьям из Якутии для того, чтобы объехать 30 стран мира. Общая протяженность маршрута составила 50 тысяч километров, рассказывает Анна Ильина. Международная автоэкспедиция «Мир семьи. Мир планеты» стартовала 3 февраля из Санкт-Петербурга и завершилась 23 апреля в столице республики. 4 отважных семьи из Якутска и Инамского улуса на своих автомобилях объехали 4 континента – Евразию, Африку, Северную и Южную Америки. Самое трудное было вот в Латинской Америке. Экватор начались горы такие, которые мы проехали как будто во сне. Я сейчас уже не проеду, наверное. Очень давление такое. Самому юному участнику экспедиции на момент выезда было полгода от роду. Семья Новгородовых из Намского улуса не побоялась столь далекий путь взять с собой крохотульку-внучку. Дарина путешествие выдержала с достоинством. Правда, на полпути решено было отправить ее обратно на родину. Главное, сели задачи, мы исполнили. Думала, что не исполним, но все-таки исполним. Я очень рада. Свое путешествие члены экспедиции посвятили году семьи. За почти 3 месяца они познакомились с множеством семей из разных стран мира. Европу объехали вдоль и поперек, от Швеции до Португалии, затем всю Африку, от Ботсваны до ЮАР. Далее были Мексика, Коста-Рика, Эквадор, Боливия, Бразилия и другие. Мария Гуляева в творческих кругах известна как талантливый художник-керамист, а ее муж Георгий Решетников – яркий дизайнер и чуткий преподаватель. Спустя более десятка лет совместной творческой деятельности пара организовала выставку. Мария Николаевна души не чает в своем супруге. Они вместе с 1994 года. И с тех пор живут и творят, во всем советуясь друг с другом. Любовь помогает вашему творчеству?
Ну, конечно, помогает, потому что здесь особенно вот наша работа, она сложная по эмоциональности, по отдаче, иначе работа же все равно не получится, если ты будешь так поверхностно к ней подходить. Для этого очень уходит много очень силы и энергии. Ну, естественно, тут взаимопонимание, поддержка, тут уже это как без этого вообще. Это как хорошее душевное состояние, конечно. Сначала настраиваюсь и рисую глазами. То есть композиции сначала настраиваюсь, рисую глазами, а потом просто кисть следует за тем, что я нарисовал. Сарсын саас онны үлі бірағынеға. Республика президенті Вячеслав Штуров правительство онны ил